Здравствуйте, дорогие зрители! Мы никогда вовремя не выходим в эфир по одной простой причине. Кто-то постоянно нам мешает, кто-то возьмет да позвонит. Лишь бы, я не знаю, я не люблю, я человек пунктуален, то есть я должен прийти в назначенное время и в назначенное место. То есть я не люблю этого, так халатно относиться к этому ко всему. Я пунктуальный человек. Сегодня мы с вами обсудим две такие жаркие темы. Это касается чиновников, которые поджигают лес, и законопроекты, которые продвигаются и пропихиваются, и про госзакупки нашей всем любимой Росгвардии. Привет, Настя. Вот, которая закупает гранаты РГД, по-моему. Наступательные гранаты. Короче, почему именно эти наступательные гранаты она закупает, наша Росгвардия? Потому что ей очень вести, дядя Леша, здорово, вести очень удобно наступательный бой. То есть от нее бросаешь осколков, когда она взрывается, осколков очень мало разлетается. Вот, ее использовать удобно очень в ближнем бою и наступательно. А РГД-5, все знаменитая, от ее очень большой радиус поражения. Заходи в кадр. Вот. И еще такое давайте затронем, почему наши вседозволенные чиновники в Иркутской области позволяют себе такое, поджигать леса, которые они не сажали, сажали их предки, что они себе вообще позволяют. И как вы к этому относитесь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. 9 человек смотрит. 10. 9. У меня 10. Кстати, это я 10-я. Да, ты 10-я получается. Ага. Давай что-нибудь, статью какую-нибудь зачитаем. Ну ты же сказал тему. Ну вот, про чиновников, которые поджигают лес, про госзакупки. Привет, Александр. Которые... И новые законопроекты, которые продвигают или приняли уже, разрешающие полиции стрелять на поражение. А ты спрашивают, почему чиновница была без штанов? А не знаю, видимо, кто-то ее раздел. Может, она на шухере стояла, комаров отгоняла. Или это у нее такой опознавательный знак был. Если бы она одела штаны, то все, ребята, бегите. Или сняла, наоборот, штаны, все, ребята, бегите. Не, это сейчас очень такая хайповая тема стала. Вот. Первый материал я увидел на канале Якутия.ком. Потом подхватили остальные СМИ. Короче, блогеры. Ну и я, конечно, этого не мог обойти стороной, что это нахальство полное, плевок народу в лицо, что такими методами они якобы списывают лес. Это чересчур. Да, мы знаем в прошлом году, как это все делалось и списывалось, как видели, что прям с вертолета поджигали, вертолет кружил, но не тушил. Не целесообразно было тушить. Вот раньше товарищ Ленин говорил, если вы видите, кто поджигает лес, вы могли бы его сослать в ссылку, либо сделать самосуд на месте. А сейчас этого нету. То есть надо таких сразу людей отправлять куда-нибудь подальше, чтобы им не было. Да. Другим не было повадно, чтобы они не поджигали лес и ближайшую траву. Вот тоже в Чернобыле, я считаю, что один поджег траву, и это все распространилось, я считаю, что на большую очень территорию. Только лишь дождь смог потушить этот пожар. И то частично потушил, опять его раздуло, и он опять распространился. Пока в других странах не забили тревогу, что там, лес горит, все. Никто палец о палец не ударял, скрывали. Я говорю, что когда что-то поджигают,
Это значит, что-то они хотят скрыть. Да, хотят скрыть Да. следы преступления, Да. либо подготовить себе почву для очередного хищения, можно так даже сказать. Вот. И тут мы не выходили в эфир из-за того, что у нас у всех не было интернета. Мистика какая-то. Это все Мгм. началось с 9 вечера. Вот. Я заметил то, что сигнал сначала нестабильный был, потом совсем пропал. Я обратился на следующий день в компанию МТС с вопросом, почему нет интернета. Они мне сделали заявку, вот, и в течение 24 часов должны были ответить. Прошло 24 часа, компания МТС мне ничего не ответила до сих пор по поводу моей заявки, хотя заявка была принята. Если сотрудники компании МТС смотрят, вы более лояльно так относитесь к своим абонентам, а то вы их потеряете. Петр Захаров, привет, дорогой, говорит, Привет, это привет. был весенний пал. Это был вечерний пал. Мгм. Обычно как делаются, то есть приезжает пожарная машина, Мгм. специализированные люди и поджигают частично местами Нет, а траву. теперь женщины с голыми ногами поджигают. Чтобы сразу наверняка депиляция была. Сразу двоих зайцев и лес спасли и ноги депилировали. Алибаба. Так, привет, пишет, вечер в хату, мир дому вашему, часик в радость, чефир в сладость, о чем базарим, братва, снова как разбудить Ленина. Нет, никак снова разбудить Ленина, получается, о том, то, что сейчас творится такое в нашей стране, к чему ведут нас и все эти действия с карантином, махинации. Я не знаю, точно ли это достоверная информация, надо покопаться в этих терминах юридических, вот, чтобы не наболтать лишнего. Вот у нас товарищи смотрят, бытят или бездят. Так, Шара Шарапова пишет, что по маникюру моему, что салоны у нас работают. Нет, Шара, я сама себе делаю маникюр и макияж, и Я педикюр. постоянно с этим макияжем задыхаюсь. Мне нужно... Педикюр, маникюром скажи. Ну, я не знаю, как там вы там кисточкой или валиком штукатурите. Ну. И, кстати, и сами подстригаемся. Вот. Так что мы экономим, никакие салоны мы не ходим. Да, машинку испытали, Да. я ее уже один раз уронил. Ничего, стригет. Машинка хорошая. Все, прошла испытание. Весь вечер трудилась, пока совсем не разрядилась. Нет, и на следующий день ее опять в рабство отдали. Так, звук слабый, говорит. Ну, я что сделаю? Так, вот Родос Александр пишет, у нас в Чите еще на одного блогера завели 3 дела. Канал «Такая жизнь», он критиковал власть и говорил о короне. Кстати, вот расскажи про блогера. Кстати, Новость про новость блогера. такая была. Канал «Все нормально». Я так вскользь задел его, потому что я сам с таким сталкивался. Но он так раздул очень красиво. Канал «База» рассказал полностью, как он что там провернул. В итоге он выиграл в аудитории. И, короче, всех он обманул, можно так сказать. О, пришли. Блин, у меня почему-то одного трансляция вылетает. Не знаю, у всех остальных нормально, блин. А у меня вылетает. О, живу без страха пришла. Федор, привет. Вот, про канал этот затронул. Ну вот пишет дядя Леша Баталов, аферист, как ворон. Да, вот мне не понравилось то, что он без всяких пруфов с жилищной компании, вот это вот, без доказательств, без судей. Да, короче, этот Баталов, мне не понравилось то, что он какие-то сомнительные пруфы без судебного приказа, там, без судебного решения, без доказательства, то, что из жилищной компании,
которая предоставляла ему услуги. Вот без этого мне это не понравилось. И вот сомнения в его истории. Сначала он говорил, что якобы ему прислали WhatsApp, потом он говорит, что это был телефонный звонок. Но какая-то странность, когда сообщение присылаешь, оно выглядит желтым. А когда диктуешь, сам отправляешь, оно выглядит как отправленное и не приближаться. Мне вот это вот сомнения взяли, и его вот эта смутная история. Но я все-таки решил малость его затронуть, потому что сам как-то попадал в такую ситуацию. Почему Дегтярев не выходит в эфир? Вот это вот странно мне тоже кажется. Может, его арестовали? Не знаю. Тогда бы, ну, люди бы туда Ну, может, сообщил бы. тихо. А либо пишет, извините, это у него с черепной коробкой проблемы. Ну, давай. О, либо бы. Либо бы. Извиняю. Да ничего страшного, дружище. Так. Салима, спасибо, говорит, прекрасно выглядите. Вот Так. находясь в этих 4 стенах, потихоньку начинаю сходить с ума без общения с внешним миром. Становишься каким-то узником заточения, либо какие подопытные крысы. Я вот понимаю, как люди сидят долго, и, блин, у них нету связи. А у меня, я подпитываюсь, понимаете, энергией, то есть я хожу, снимаю, что-то делаю, мне нужно работать, мне нужно двигаться. А когда вот сидишь на месте, я ничего не могу сделать. Я начинаю засыпать, как цветок. То есть цветок не полил, все, он не будет расти, он будет вянуть, вянуть, вянуть. И также мне. То есть мне нужно работать, нужно двигаться. Терпи чуть-чуть до осени. Да какая осень, ты чё, блин? Ну вот расскажи, ты же сам сказал, что ты понял, что осень. Смотрите, такая ситуация, то есть что-то готовится, и поэтому наши сейчас власти подготавливаются усердно к большому-большому событию. Скоро вы об этом узнаете. Елена Лев. Так, агент пишет, я не крыса. Нет, я не про тебя имел в виду, я про себя сравнивал, как мышь посадили в клетку в какую-то, и она бегает по этому колесику, и над тобой ставят опыты. Так, Владимир Грибов пишет, Дегтярюк обещал завязать с политикой, если толпа с дивана не поднимется. Но она не поднимется. Бесполезно, Андрей. Так, Эрна Лыксик, огородом занимаетесь? Там еще надо занимаемся. снег растопить, чтобы огородом заняться. Кстати, у нас вчера выпал снег. Я чуть-чуть снимал, получается, днем сначала снег выпал, потом дождь пошел, потом опять снег пошел. Странная погода здесь, в городе Якутске. Так, Елена Тарасова, здравствуйте всем. Может, Дегтярюк 7-ю или уже 8-ю серию о походе монтирует и озвучивает, потому и занят. Ну, парень-то тоже занятой. Петр говорит, что ты возбужденный. Да, мне это не нравится очень ситуация вся. Так, Ольга пишет, Петя, мне профсоюз не светит. Какой-то профсоюз они тут придумывают. Так, Антон пишет, Антошка вас слушает. Антошка? Мгм. Антошка, привет. Так, какой-то профсоюз, или это Петя шутит, пишет, Оля вступила в группу профсоюз шамана. Ну, Не шутки, знаю. наверное, такие. Наверное, пошучивают. Так, а кто у нас тут принцесса? Салима пишет, алтайская принцесса, привет. Алтайская принцесса. Привет, еще. Салима, это ты кому написала? Здесь вроде бы нету алтайской принцессы. Может, они так кого-то называют? Возможно. У нас же не только одна. Да. С Барнаула очень много людей, с Алтая. С Алтая много. Да. Так, рассказывайте, как у вас погода? Так, Петр Захаров смеется. Снег, что у нас. Пишет, что у них уже яблони зацвели. Капец, у нас на Урале уже картошку садят.
Так, Владимир Грибов пишет, Дегтярюк сам не монтирует, ему это делает человек специальный за деньги. Ну, я знаю об этом, то, что ему помогают с монтажом, но у него столько классного оборудования, это вообще не то, Мгм. что у меня один телефон, пауэрбанк и петличка, и штатив. Что ты пипетёшься? Ну что, Чё ты так это реально, да. пипетёшься? Но в зависимости, не какое крутое у тебя оборудование, а какие крутые мотивы у тебя. Вот, правильно. Так что не завидуй Тереку. Не, у него все равно нормально, он шарит жестко. Так, И монтирует он Александр местами бывает Антипин сам. пришел. Привет, Якутия. О, Сергей привет. Свик, респект, привет. Вот что о чем говорит Петр Захаров. Шаман сказал организовывать профсоюзы народные. Вот. Да, я читала, он писал в нашей группе. Ну вот я знаю, у меня есть группа на Камчатке, там советы народных, чего-то там, депутатов или кого там. Ну, короче, что-то там у них какие-то, да, Короче, ячейки есть. все, Да. Камчатка там готовится вовсю, у них там собрания, листовки они разносят. Ну, молодцы. Вот, молодцы. В их группе я их поддерживаю. такие, прикинь, все регионы встали такие. Ребята, мы больше с вами не хотим сотрудничать, ребята, уйдите. Вот почему эта нелегитимная власть не сделала отзывать мандаты. Если, допустим, не нравится этот чиновник, как работает, я бы отозвал мандат, он бы задумался. Так же, как на YouTube, допустим. Если ты что-то неправильно делаешь, или либо дизлайк, либо от тебя отписываются. Вот так же сделать надо в политике. Так, как, Сергей, твои укусы не превратился ни в кого? Нет, вон, видите, синяки. Вся рука синяя. Ну, ничего. И вторая такая же. Шрамы и синяки красят мужчину. Они скоро пройдут, ничего страшного. Так, и агент наш пишет, а ситуация такая, что попытались еще больше ослабить народ разделением, чтобы все с дома делали, и чтобы между людьми не было социальной связи. А мне интересно, куда наша Сардана Аксентьева потеряла? Что ее нету. Вот, кстати, да, статья есть, там люди возмущаются. С ЕКТ Ньюс прямо возмущение жителей Якутска о том, что Сардана Аксентьева спрятала просто голову в песок, просто спряталась, просто прячется. Когда сейчас у нас такая сложная ситуация, ее Я вот нигде ее, нету, я нигде не ее даже в слышно ее. Инстаграме Да, не видел, да, да. хотя я на нее подписан, я ей в личку писал неоднократно. Я до сих пор не получил от нее ни ответа, ни привета, хоть ни здрасте, хоть смайлик бы мне ответила. В Ну итоге вот. тишина. То есть, получается, я сейчас официально житель города Якутска, а меня просто моросят. Но она сейчас всех моросит, Сережа, всех, понимаешь? Она просто спряталась от проблем, Ну, не занимается ни получается, я мусором, ни болезнями, ни вот это вот весенним, да, вот этим вот паводком, вот этим вот, не знаю, наводнениями. Я вот сейчас смотрю, вот даже вот у нас соседи на соседней улице, у них в доме все в воде. Смотри, Ну, это частный сектор, ну получается. что? Люди сами должны кроме дороги. Ну, в городе тоже такая ситуация. Я даю 100%, что тоже 17-й квартал, твой любимый, уже давно Да, затонул. и я думаю, там и бачки до сих пор стоят, так и ничего не сдвинулось с места. Так, агент пишет, Сарданы больше нет. Делают Нет, ее ну клон. она же там что-то делает, репосты какие-то выкладывает. Может, вирус подхватила, пишет Нет. Петр. Нет, она просто прячется. Ну, я не знаю, какая у нее цель в этом. Может, что-то за этим скрывается, за ее скрыванием. Наталья Ги, здравствуйте, Сергей, Вика, нравятся ваши стримы. Я только зашла сейчас. Извините, но вы, Виктория, были выпившая в последнем стриме. Да, успела выпить.
Извините, пожалуйста, я вообще пью. Она, может, уставшая была. Да, я уставшая. И тем более я писала в прошлом стриме, что я была, у меня как бы горе после похорон. Я тяжело переживала потерю бабушки, и завтра у нас будет 9 дней. Вот. Поэтому, может, вам так и показалось. Но вы, Наталья, если извиняюсь, но Здесь выпивка с алкоголем не проканает, я вижу. вот И это она не... ЗОЖ, полнейший ЗОЖ. Если бы я была выпившая, Сережа вообще меня бы уже давно где-нибудь закопал. Ну, что из меня такого варвара не делают. Сейчас тут раз набегу. Что ты? Наручники, бамс. Что посмотрите сами? Посмотрите, говорит, сами, Вика. Сахалы. Поняла, короче, я Наталью. Геннадий Бугай, спасибо. Так, ЗОЖ – это правительственная программа, понял? ЗОЖ? Нет, я не правительственная программа. То есть я смотрю на все это с трезвой точки зрения. И когда ты выпьешь, у тебя мозг не так начинает работать. И ты эти все маленькие моменты, подсказки, пасхалки, так же, как в фильмах, ты их не усваиваешь, ты их пропускаешь. И вообще мне некогда выпивать. Я вот сижу с утра до ночи с детьми, с этим дистанционным обучением. У меня уже, я уже на грани. Вот Сережа меня успокаивал, да, мы сегодня никак не могли зайти. Это очень проблематично, да. Это нужно забить электронную почту свою, потом зайти, там должна прийти Ну, ссылка, это обычно, потом по этой обычно. ссылке пройти, забить свой логин и пароль. Все, я не могу. Нет, У ну меня это нервы уже обычная сдают. ситуация получается, когда регистрируешься на сайте, то есть тебе приходит письмо на твою почту, подтвердить, что это действительно твоя почта. Вот зачем нужна электронная почта. Но у нас же кривые разработчики, то есть ставишь почту херни, ставишь почту Google, Gmail, и ни на одну не приходит ни в какой папке, ни в полученных, ни в входящих, ни в спаме нету. И как регистрироваться? В общем, ждем до утра. Серьезно сижу, значит, я это, да? Да, это серьезно. Все, я поняла, Наталья. Если я сижу серьезная, значит, я пьяная. А если я смеюсь, значит, я трезвая, да? Вот так, что ли? Возможно, возможно. Вот. Ну, чуть-чуть мешает стриму. Ничего страшного. Я, Наталья, что это, не понимаете, я уже говорила давно, что я объясняла, да, Сережа, ты же знаешь, что я, к сожалению моему, не говорю по-якутски. И не требуйте от меня, потому что аудитория у нас У нас в российская, основном да, русскоязычная аудитория, славяне. у нас смотрят со всей России, за границей, и просто будет невежливо, если я сейчас начну тут по-якутски с вами разговаривать. Да, в основном люди просто не поймут. Так, человек сильнее в обществе, да, агент. Люди должны находиться в обществе, социальная практика. Да, совершенно верно. И вот насчет этого дистанционного, да, слава богу, вот сейчас у нас майские праздники, хоть мы немножко сейчас отдохнем, и родители, и учителя, и дети, самое главное, дети тоже очень устали, вот они больше всех устали. Вот. Но я тебя перебью, есть такие учителя, которые хотят выпендриться, я не знаю, что они хотят этим добиться. Вот все нормальные учреждения, допустим, первого, второго, третьего отдыхают, да? Вот. А есть такие учителя, которые начинают выпендриваться и подлизывать булки вышестоящему руководству, либо делают назло. Я не беру таких учителей, которые действительно хорошо относятся к своей работе, но не делают детям назло. Вот. Задаю
задания больше, чем нужно. Вот. И такие учителя, которые начинают давить на детей, нагружают их, то есть, вот, и которые начинают в праздники заставлять детей учиться. Это чересчур. У нас есть такой учитель, я думал опять стрим, есть такой учитель, если она не угомонится, то она прославится на весь YouTube. Я-то ей обещал, как она себя ведет. Это очень чересчур. Елена Абулова, мы обсуждаем новости, которые у нас происходят по России, в Якутии, что нового произошло, Да, да? тут, кстати, смотрел в Ленске на газоконденсатной станции. По-моему, очень много рабочих вышло протестовать об ужасных условиях и, по-моему, задержки зарплаты, что-то такого там было, насколько я помню. Корпорация «Газпром», по-моему. Это Это Чаединское, нет, это Чаединское месторождение. Там люди работают вахтовым методом, и там обнаружили кого-то больных коронавирусом, и всех их там держат просто в нечеловеческих условиях, поэтому они сейчас там бастуют, да. У меня знакомый есть нефтяник Александр, если ты смотришь, тебе привет. Я знаю, то, что ты смотришь мои стримы, вот, он там уже застрял месяца 2, наверное, не выезжает оттуда. Вот, и там была, значит, забастовка. Люди вышли, начали возмущаться. Очень много было видео разослано по соцсетям. И после этого наш глава АйСен выступил и начал срочно их вывозить с той местности. Да. Люди хотели домой, их не пускали, но вот сейчас вроде их вывозят, вот сколько-то уже, да, человек в Якутск вывозят, да. Вот. Так, Козырева Наталья, спасибо. Пишет Сергей и Виктория, вы так классно смотритесь вместе, особенно на фоне этих чудесных пальм. Так, Наталья Гис все так же настаивает, что вот опять выпившая я была на прошлом стриме. Наталья, нет, к сожалению, нет. Я еще раз утверждаю, что она абсолютно была трезвая. Тут у меня скоро, наверное, появится алкотестер, и я буду всех подписчиков. Вот Петр Захаров правильно пишет. Наталья Гис, вы у Прикол Иваныча не были на стриме. Наталья Гис, ходите, пожалуйста, к нему на стрим. Да, вот там. Прям Прикол Иваныч наберите, и вот там вам как раз самое то будет. Там он чай пьет постоянно, вот там будете вы в теме вообще. Мне тоже когда-то писали, что я, когда канал начинал, то, что я бухариком, и как-то написали то, что ага, опохмелился, что ли? Хотя я вообще не употребляю. Так, Владимир Грибов, дурдом, миллион паролей, а я ни одного не помню. Да-да-да, вот. Поэтому, вы знаете, есть такая у меня выход, да, из этой положения. У меня один пароль на все. 5-й раз трансляция вылетает. Ой, как она Вот, не по понимает. поводу... Она опять начинает. Да не обращай внимания, тогда пропускайте Да, комментарии. Козырева Наталья, правильно вы говорите, что мы были в прошлом стриме трезвы, и мы были после похорон, понимаете, я была после похорон, да, мы были расстроены, мы были в таком настроении, да, просто вот Сережа захотел, люди просили, стрим мы провели. Да, кстати, скрыв подписчиков абсолютно всех, сколько у меня аудитории на канале, я заметил такое, то, что у меня прекратились отписки, и начал расти канал. Ну, представляешь, что творят? Целое дело. То есть им важно, чтобы у тебя показатели скручивались. Владимир Грибов правильно пишет, не гоните. Если выпьемши, то морда красная. Да, у меня морда красная. Я не пил. Я не пил.
Вот как раз. Козыреву, агент пишет, Козырева Наталья, зажатость лечится водкой. А, Не, ну без всякой водки можно. Есть такие голосовые тренировочки. Вот я вам точно могу сказать, Наталья Гиз, вот вам нужно познакомиться с Сергеем, и вот Тогда точно и пить бросите, и курить Да, вы бросите. точно не будете не пить и даже думать об этом не будете. Так, Салима пишет, Виктория, не обращай на это внимания, это бывшая Пернатова тебя троллит. А почему бывшая? Что случилось? Мы что-то пропустили? Да, мы что-то пропустили. Вика, не обращай внимания, на таких отправьте их в баню. В бане там уже есть люди. И Гена Букин туда тоже Но. ушел. Ага, И хорошо. Губка Боб тоже туда ушел. Наталья Гиз пишет, что она саха. По-якутски пишет. Да? Да. Ну, молодец. Ну хорошо. Все, давайте вы успокоитесь, Натали. Мне кажется, что это вы выпившая уже. Нет, не наезжайте на мою аудиторию, сколько раз тебе говорили. Все, угомонитесь, давайте жить дружно. У нас сейчас одна благая цель — дать волшебного пенделя, чтобы там... О! Вот опять Да, мешает на самом интересном месте дать волшебного пенделя, чтобы та структура, которая покрывает сейчас действующую нелегитимную систему, дала трещину. Салима, расскажи, пожалуйста, мы пропустили эту тему, как бросил, откуда вы узнали, что он бросил Наташу? Мы вообще не в курсе. Мы не в курсе, ребята. Да. Так. Что происходит вообще? Так, Гена Букин это персонаж же, да? Или... Да, это персонаж, получается, он жил в Екатеринбурге. Нет, актер жил. Актер, да, он в Екатеринбурге жил. Вот этот сериал «Счастливы вместе». А вот эти вот товарищи, они просто троллят Сергея и берут такое имя Гена Букин. Да, например, Василий Васильев, Гена Букин, Александр Александров. Вот такие вот. И начинают троллить. Им вроде бы нормально напишешь, что ребята, вы что несете? Они начинают продолжать. Второй раз напишешь, третий раз напишешь. И это смотришь, вся ситуация продолжается. А у меня терпение не безграничное к таким персонажам. Я просто их удаляю. Забаненный персонаж. То есть потом алгоритмы YouTube понимают, что этот персонаж очень сильно дерзкий становится. И они его будут автоматически отправлять в бан. То есть у него он будет по жизни всегда такой будет забаненный. Его в жизни этот человек себя так ведет. О, Джон пришел. Привет. Пишет, долго вас не было. Так, Елена Булова пишет, если даже выпившая, и что кому какое дело, правильно. Так, Салима говорит, что Ворон сказал во вчерашнем стриме. Да? Да, он сказал, что режиссера больше не будет. Так, Полина Иванова, привет. Пишет, царь мой. А кто царь твой? Царь мой, где наш белый, вернее, избранный. Белый вон голос подает. Ага. Белый. Так, Салима, а разве она режиссер? Да, она же постоянно ему там в комментариях помогала. Нет, она была у него на канале этим модератором. Да, модератором. Так, ну вот, теперь все смеются, что он сам себе режиссер. Не, блин. Ну, я это могу точно уточнить, я с ней на связи, Но она тебе там напишет тонну негативов. Нет, я у нее лично спрошу, узнаю. Так, ну вот ее так называют. Дочке напиши, может она тебе ответит. Они. Так, Войнра, они. Что они? Непонятно. Вот, кстати, да, белый живой. Да. Лайк. Угу. Вот голос подает. Слышите? Это белый.
Там собак местных гоняют. Петр Захаров пишет, я модер уже ходит. Тогда все, всем хана. Да, агент кушать хочет, да, совершенно верно. Вот Сережа сейчас Ой. после стрима пойдет покормит. Так, Вот трижды что касается кнопочный собак, я не шнапс забываю совет. про них. Трижды, господи, тут не проговоришь. Какой-то пришел к нам. Привет, привет. Привет, новеньким. Мгм. И вот, что мы перебили тему, хотели рассказать. Да бог его знает. Про сегодня я смотрела видео возле, значит, то есть уже в городе Ленске есть подвижки реки Лены, так что скоро и у нас будет ледоход. Все, Вот, я будем, мотаюсь, ору да, мы говорить. дети тоже прям ждут, когда будет ледоход. И, Вот. кстати, мне интересно, если сделать официальный запрос по случаю этого карантина, какой ответ, интересно, придет? Есть ли карантин? Не, мне ради интереса я просто загорелся насчет этого, сделать запрос. Вот, Козырева Наталья спрашивает, ребята, скажите, что у вас в Якутске? Тоже режим самоизоляции и У нас штрафы? масочный режим. Теперь. Масочный, да. Самоизоляция, масочный режим. У нас тут я уже заметила, очень часто стали включать и прям вот это вот в рупор кричат, да, вот что у вас оставайтесь Оставайтесь дома. Значит, избегайте да. выхода из Да, дома, да, чтобы да, вы да. дома всегда были, не пользуйтесь общественным транспортом. Мгм. Блин, а как выходить из дома, если есть-то хочется, блин? Как идти в магазин, Мгм. в аптеку в эту же самую? Мне кажется, даже силовые структуры даже маски не одевают, чтобы Нет, сходить. конечно. Им все равно. Мгм. Да. Я Вот вот самое видел. интересное, да, вот смотришь телевизор, там вот эти вот проводят же, да, они также передачи, да, вот эти вот все развлекательные, вот эти ихние Соловьев там, да, вот это вот на Понятно. Первом канале, они не в масках, они там все толпятся, сидят, И те люди, которые нас общаются, призывают сидеть дома, они сами этого не они не соблюдают. сидят дома. И они учат нас жить. Что вы нас учите? Мы сами знаем прекрасно, как нам жить. Вы выполняйте то, что вам предназначено по законодательству, а не указывайте, как нам жить. Мы как хотим, так и живем. Вот. И, кстати, вот большое обращение к блогерам, которые на кладбище снимают. Вы не снимайте на кладбище, потому что вы за это потом в дальнейшем поплатитесь. Да, Никогда не сегодня снимайте. Сережа посмотрел, значит, канал известного одного блогера, очень расстроился. Он, получается, на Родоницу, да, вот ходил на На кладбище, кладбище. снимал там все. Да, это, конечно, И не тоже надо. еще один канал смотрел, тоже здесь якутский канал. Вот. Мне тоже у него не понравилось то, что он могилы показывает. Это нельзя показывать ни в коем случае. И снимать на кладбище нельзя. Потом это скажется в дальнейшем на твоем роде. Либо на тебе. Агент спрашивает, почему нельзя? Это получается, ты беспокоишь умерших, усопших. Это получается, ты наплевал на них, понимаешь? Вот в чем нельзя. Нельзя их беспокоить. Вот, что касается усопших. Мгм. Так, вот меня сбили с темы, я вот думала, что я хотела? Я хотела в самом начале поздравить с праздником пожарных. Да, сегодня праздник пожарной охраны. Вот, я хотела вот поздравить своего родного брата. Он у меня пожарный. Вот, я с утра его поздравила, отправила ему смс-ку. Он поблагодарил, довольный. Вот.
Это очень благородная профессия. Он много раз, значит, рисковал своей жизнью. Мама очень переживала, когда он ходил на пожары, А тушил. он до сих пор работает? Он до сих пор работает, но он А, уже не а этот, можно будет с ним договориться он, съездить на пожар? он не здесь живет, Сережа. Он, во-первых, не здесь живет, и во-вторых, он сейчас замначальника. Вот. Он сейчас Да все равно зам начальника. Может, с другой пожарной частью договориться. конечно, пойдем. Вот я хочу поездить, поснимать на пожарах, что там делать. Поснимаем, поедем. Вот, и еще сегодня у нас радостное событие. Кстати, Серега. Да, Сережу мы, дорогого нашего, поздравляем с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 25 лет. Будь счастлив, пусть у тебя все будет хорошо. Я тебе не дала, хотела телефон дать Сереже, и там, короче, перебили нас, так что Сережа сейчас поздравит. Дорогой дружище, тезка наш, поздравляю тебя с днем рождения от чистого сердца уральского с теплым приветом и искренними пожеланиями, дружище, с днем рождения тебя. Пусть сбудутся все твои мечты, все пожелания, которые хотел осуществить ты. И пусть в этот прекрасный погожий день, пусть снег не кружится у тебя за окном. Дружище, с днем рождения тебя. Счастья, удачи всегда. Все, целуем, обнимаем. Читай комментарии, ждешь обратной связи. Да, я привыкла. Все, пока-пока, мои хорошие, целую. Так, как у Юры фамилия? Антонов. Так, это что-нибудь тут про Юру? Юра, это ты. А, типа вот этот вот, который пришел, они говорят, что это Юра. Угу. Ага, все понятно, это значит Юра. Все, Юра, привет, значит. Ага. Так, молот и наковальня. Это кто у нас был молот и наковальня? Что-то знакомое. Привет. Мелихова самоизолировалась в СИЗО ФСБ на 2 месяца. Ну, это не точная информация. Угу. Где это судебное решение? Я что-то не видел. Может и есть, я не знаю. Так, Тумен Жанаев пришел. Приятно смотреть на вас. Да, со стрим вылетает за последний час. Я уж устал перезагружать его. Давай, Тумен Жанаев. Тумен Жанаев, приветствуем тебя. Пишет, приятно смотреть на вас в такое смутное время. Радуюсь за вас. Отличная пара. Спасибо большое, Тумен. Так, агент пишет, в Бога не веришь, а во всякую ерунду веришь тебе. Нет, как сказать. Просто у меня отношение к усопшим. Уважительное. Такое, да, уважительное к усопшим. Так, с наступающим 1 мая, пишет Елена Абулова. Спасибо вас также. У меня у племянника, кстати, 1 мая день рождения. Да, тишина. Я ему отдельно запишу и отправлю. Так, воин Ра пишет. Серега, скажи всем воинам света привет. Всем воинам света привет. Так, что про Мелихову? Ага, про Мелихову, что она на 2 месяца ее закрыли, я в это не верю, честно. Вот, доказательств никаких нету. Вот У так. меня были доказательства, что меня закрыли на 10 суток. Над землей. Приветствуем. Всем привет с Иркутской области. С наступающими праздниками вас. И вас также. И всех вас поздравляем с наступающими майскими праздниками. Иркутская область, там у вас чиновника не закрыли, который лес поджигал. Елена Тарасова. Друзья, товарищи, все пьем виноградный сок, как сказал пророк. Пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте, все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Иоиль 1:5. Ну, короче, это из Библии, я так поняла. Угу. Так, наковальня питерский, пишет Петр. Агент...
Что ж, Наковальня питерский, да? Мгм. Вечный царь пишет приказ сверху. В общем, начнут людей постепенно выводить из самоизоляции. Короче, денег от налогов не идет в казну. И приказ сверху пришел. Людей выводить на работу. Вчера узнал. оставайтесь дома, вам же сказали. Проведя столько дней на карантине, вы становитесь нелегитимным. То есть ваш голос ничего не значит теперь. Так, Ольга Хромовских. Привет, люди добрые. Привет, Ольга. Привет. Воин Рать ответил. Ура. Ура, ура! Троекратное ура! Ну, в общем, я не помню таких времен, чтобы не справляли праздники, когда положено, когда люди сидели дома. Это, Это скорее вообще всего, только что-то. в Великую Отечественную войну такое Да было. вообще такое. Не справляли праздники. Мгм. А мы тут, получается, в мирное время сидим Дома. дома, как в тюрьме. Может, на нас посадили временно в тюрьму? Но мы так и сидим, да, потому что зачем тратиться, строить тюрьмы? Они такие подумали, пусть люди сидят в своих домах, как в тюрьмах. И все, никаких проблем. Сами себя пусть кормят, да, Мгм. выживают, как Не хотят. объявляя режим ЧС. Зачем? Зачем брать на себя ответственность, если ты лидер? Лучше переложить на более младших чиновников, чтобы они принимали на себя весь удар. Так, вот маньяк пишет, на работу в наручниках поведут, зато как при Сталине. Да, а Петр Захаров пишет, это Ольгу Хромовских сватали, да? Да, по-моему, Да? Ольгу. Ольгу, да. Вот, Молот и наковальня пишет, тайги скоро не будет. Эшелоны 24 часа в сутки идут к китайцам. Скоро после Урала степь будет. Ну да, учитывая, какая там техника работала, один харвестер может за сутки прям такую поляну вырубить, что обычным лесорубам надо работать 2 месяца. Он за одни сутки столько вырубает. А представь, какое уничтожительная машина. Можете даже посмотреть, как работает харвестер. Вообще моментально. Раз, сосенка голая, раз напилил, все, тут сразу. За ним форвардер едет, там, крузит. Все, нету леса. Уехал. Мгм. И Да. в Шиесе, кстати, до сих пор, хотя это объявили, что все, стройка прекращена, до сих пор там остаются рабочие, охранники, полиция. Что это за такое? Почему не исполняется решение суда о сносе себя? Как же привозят продукты им? Ничего не меняется. Так, агент пишет, Серега верно говорит, оставайтесь дома и хана экономики. Все. Так это всем надо оставаться дома. Ольга Хромовских, я что-то пропустила, за кого сватали меня? Я не знаю. Это вроде бы не она или она. Возможно, мы ошиблись. Не помню. Так, Сережа, скажи, агент пишет провокационный вопрос. Ты любишь воровать? Я нет. За воровство руки отрубают и можно сесть в тюрьму. Деда, говорит, Петр Захаров, говорит, деда звал, да не идет к нам. А чем дед занят? Дед, наверное, там морковку точит. Агент пишет, а что твой лучший представитель твоего народа ворует у своих? Вы про что? Мне интересно, про что было сказано. Агент, переведи, пожалуйста, что твой лучший представитель твоего народа ворует у своих? Это вы про кого? Так, Юрий пишет, дед под мухой. Накрыло. Так, молот и наковальня. Требую пару лет самоизоляции. Я бюджетник.
Мне 100% платят. Хорошо тебе. Но Ну, я-то не бюджетник. замечательно, замечательно. Хотя Медведев, вот сегодня я читала, сказал, что бюджетники свою зарплату отдали медикам. Вот. Отдай медикам зарплату. Салима пишет, забастовка была там, где руководил Виктор Лебедев, это так? Нет, Не знаю. нет, нет, нет. Нет, это про рабочих, скорее всего. Это Чаединское месторождение, это находится... Ой, что у меня с памятью? Ой, извините, я забыла. Да это долго было, понимаешь? Почему долго? Это долго будет. Вот, смотрите, как раз видео. Вот, я сейчас вам покажу. Якутияком, да? Да, выложила, да. Обычный обед вахтовиков на Чаединском месторождении. Вот, смотрите. Загрузилось? Вот, смотрите, бедные. Идут на обед. Офигеть, даже падает. Ой, ужас. Капец, там даже в Ужас. драку, Бедные. Они там уже как это, да? как звери стали. Ну, правда, без звука что-то. Вы представляете, как относятся к людям? И, Бедные. кстати... Есть звук? Вот. Нет, Вот. все, вам показали один раз, зачем повторяться. Без звука. И, кстати, работодатель должен постоянно, каждый год индексировать зарплату. Неважно. Но большинство работодателей этого не делают. Как было стабильно, так и все. Зачем вам больше? Да, вот они. Вот они, вот было вот. Современный мир плох. Он не гуманен, не честен и несправедлив. Это мир денег. Он не для людей. Он для тех, кто эти деньги делает. Для банкиров и финансистов. А люди лишь выполняют при них роль какой-то обслуги. Главное, Мы являемся для них обслугой. что лежит в основе благосостояния общества. Труд. А тогда почему банкир живет в 100, в 1000 раз лучше рабочего, крестьянина? Биржевой спекулянт почему живет лучше? Да все они. Они что, больше трудятся? Чушь, смешно и говорить даже. Да они даже и не производят ничего, никаких материальных ценностей. Тогда почему? Не знаете? Более того, удивляетесь, наверное, сейчас все это слушая. Ну, в общем, вы поняли, Короче, да? мы для них, походу, дела только обслуживающий персонал и больше ничего. Так, сейчас смотрим. Забастовка, руководство там Газпром. Да, Газпром. Вот. Газпром. Вот смотришь их рекламу, постоянно говорят, Газпром национальное достояние. А почему мы от этого национального достояния ничего не получаем? Никаких процентов. Алла, привет с Южного Урала. О, земляки. Петр Южного Захаров Урала, вот спрашивает, нифига, куда так ломятся-то? Они кушать так ломятся, Они это в кушают, столовой, они кушают. голодные. Ага. Что это, за хлебом так рвутся, да? Это Газпром, достояние народа, вот так вот. Ольга пишет, меня должны были сватать, так одна тут и пропадаю. Кстати, да, мы пропустили в пятницу. Выговор нам неофициальный. Эрна Лыксик, да, вот как относятся к людям, в каких тяжелых условиях мужчины зарабатывают, дома их ждут семьи, да. Ну, я также в таких же условиях тяжелых работал. Ну, а работодатель вообще даже не обращал внимания ни на какую технику безопасности, на
условия труда, охрану труда тоже не обращал внимания. Как-то все равно все халатно просто относились. Когда начинаешь просто на них наезжать, тебе не нравится, увольняйся. Ну, отвечали так. Мгм. И люди терпят и молчат, и работают. И деваться некуда. Они мне подходишь вот к ним, спрашиваешь, ты чего молчишь? Почему ты не идешь? Не идешь не поддержишь вместе со мной. А мне отвечают, у меня семья, дети, мне кормить нечем, у меня кредиты. Поэтому я молчу и работаю. Ну так ты сколько можешь этого терпеть? Ну, ничего. Люди продолжают работать, годами продолжают работать и не обращают внимания. Для них не существует этого мира. Они в каком-то маленьком своем мирке обитают, при этом навязанным, понимаете, нам, банкирами, вот это вот кредитная кабала. Мгм. Они же не сами туда залезли. Но, Жалко людей этих, конечно. но Но сами не от единственное, хорошей жизни да, ходят. но единственный у них способ получаться брать кредит, еще брать кредит и гасить опять этот кредит. И вот такой вот бег в колесе. Да, и агент правильно пишет, у людей семьи, им есть чем рисковать. Ну, мне тоже было чем рисковать. Ну да, агент, если так думать, тогда мы будем все сидеть, да, и Ну вот молчать. на этом забастовке вахтовиков у них тоже семьи. Мгм. Они же не стали сидеть и молчать, когда еще им дадут подачку, а все просто дружно встали и начали бунтовать. Единственный, единственный инструмент влияния на действующую структуру и на работодателя это является забастовка единственным инструментом. Вот. Не знаю, как вы на это смотрите, но больше никак не достучаться. Только когда начинаешь действовать, они начинают смотреть, ага, людям не нравится. Либо берут, знаете, как делают. То есть вот зачинщика, допустим, я это все организовал, увольняют, еще двоих увольняют, а остальные смотрят, ага, меня же тоже уволили. Ой, их уволили, значит и меня уволят, все прекращают, расходятся. Всех все равно не увольняют. Работать-то некому. Так, еще у нас какие новости? У нас Илдархан сегодня поменял очень много министров. Одних убрал и поставил новых. Значит, у нас теперь новый министр транспорта, новый министр образования, новый министр, сейчас скажу, сейчас. В общем, эти министры очень молодые, кстати, 80-х годов рождения, 80-го, 84-го. Ровесники. Нет, до меня еще не далеко. Вот. И сегодня, поэтому все в шоке. Это сегодня в Якутии самая обсуждаемая тема. Давай, короче, зачитаем последние комментарии и тяжело стрим. Надо Мгм. закругляться. Мгм. Давай, зачитывай последние комментарии. Не молчи, народ-то там строчит. Так. Агент пишет, бастовать по ситуации, если когда наглеет. Серега, не обобщай. Сергей Каюмов. Раньше профсоюз был силой. А сейчас получается, ну, если профсоюз был силой раньше, а сейчас просто они заинтересованы. Агент спрашивает, кто такой Дархан? Это наш глава республики. А пишет, А вроде бы СН был. ну, Асен, да.
Мгм. А старых посадил? Нет, старых отпустил. Не знаю, я бы всех посадил. О, Сократ пришел. Привет всем, народ. Привет. Дружище, чуть-чуть опоздал. Завтра, нет, не завтра, послезавтра приходи в 15:30 по МСК, по московскому. Молот и наковальня. Я пойду против власти при массовых расстрелах людей или доведении страны до Третьей мировой. Ну, посмотрим, что будет. Как-то так. Привет, что там у вас с вахтовиками? В новостях тихо. Ну, конечно, будет тихо. Такую Да. шумиху подняли, конечно, они будут стараться замять, и чтобы никуда не просочилось. Глупые людишки не понимают, сколько не меняем министров, ничего не меняется. Мгм. А Эрна пишет, время молодых, молодые и мобильные. Да какие они мобильные. Еще больше себе карманы нагребут. Вечный царь, вы сегодня вообще комменты мало читали. Ну, там, когда друг с другом разговаривают, я не читаю. Это же беседы там личные. Да. Зачем я буду всем рассказывать? Ладно, друзья, будем закругляться. У нас небольшие такие стримы по часу будут, потому что 2,5 часа вести стрим это не целесообразно получается. Ну как не целесообразно, просто их долго никто не будет смотреть. Мгм. Вот. Всех с наступающим 1 мая. Мир, труд, май. И без этой чехарды, можно так это назвать, которая сидит там. Всех с праздником. С наступающими С майскими наступающими праздниками. праздниками всех. Всем добра, удачи, любви, всего вам хорошего. Всех любим. Пока-пока. Пока-пока. Не забывайте влепить жирный лайкос. С Новым годом. Ну вот.